Так. Прикольно. А что такое вообще? Сейчас покажу. Вот. Хомус. А как играть им? Хочешь поиграть? Как? Смотри. В рот, да? Да, это вот здесь вот зубы ставишь. И выпускал. И теперь поиграй в воздухом. Фу-фу-фу-фу. С первого раза научился. О, прикольно. Это такая Это медитативная. в крови, наверное. В крови у нас есть. Шаманское что-то. Прикольно вообще, классно. Это очень древний инструмент, у Сейчас казахов дождь тоже пойдет есть. еще. Хомус. Мы начали, да? Так, ладно, все. Ну, я вообще боюсь рисовать, если честно. У меня нет какого-то представления о картине. И именно вот в таком искусстве я, короче, не разбираюсь. Но хочется нарисовать что-то такое, что-то большое, простор, что-то вот такое, знаете, что-то безграничное, не знаю, там, или как степи, или как горы, ну, что-то величественное. И вообще я люблю лошадей, ну и животных. И вообще классно было бы, если я смогу нарисовать лошадь. Да. Да, но я не знаю вообще, как ее рисовать. Никакого представления не имею. Да, я в детстве катался на лошадях. Мы ездили в деревню к родственникам. Здесь же у меня. А ты родился или незрячим, или у тебя остаточное зрение какое-то было в детстве? Ты видел там пространство? Ну, вообще я незрячий с рождения, но в детстве я немножко видел там на 0,01%, что такое. Просвет только, да, какой-то? Ну да, я там на метр вперед примерно видел какие-то преграды, но все равно мутно. То есть черты лица я все равно не видел. То есть просто в детстве, лицо, да? Как бы Ну, форму, очертания видел, да, что человек стоит, но я не видел лицо, там, кто это. Вот. Что ты чувствовал, когда катался на лошадях? Ну, что-то такое, что какая-то свобода, что ветер в лицо, не знаю, там еще в деревне запахи, костер, огонь, дым и что-то. А по ощущениям внутренним? По ощущениям, ну, что скорость, что куда-то движешься, что в целом даже безопасность. Я думаю, что, ну, когда не видишь, ты не можешь быстро передвигаться на чем-либо, там, на мопеде или на самокате, что-то такое. А лошадь, она все-таки сама видит, из-за этого, мне кажется, можно довериться ей. Сейчас вот я тебе дам карандаш, вот когда мы сделаем основу из пластилинового экрана, ты уже представь, что это твоя картина в миниатюре, да? И чтобы понимать, ориентироваться, где что у тебя будет. Вау, прикольно. У меня внутри что-то щелкнуло. Я долго шел к блогингу, то есть я давно хотел, но вот что-то боялся, знаешь, стеснялся, вот эти внутренние какие-то моменты. И просто я попробовал начать. Тоже мне один друг подтолкнул, что, ну, он мне сказал, типа, не бойся, начинай, давай, там, под лежачий камень вода не течет. И вот это вот такая, ну, простая вроде фраза, но она меня так взбодрила. И я просто начал, я выложил, потом уже идеи сами начали идти. О, надо это снять, надо это снять. И прям такое желание, что надо это показать, надо это показать. И сейчас вообще идей море. Ну, чем дальше, тем вообще очень больше идей. И я вот так загорелся. И сейчас у меня изменилось психологически в плане, что я все могу. Вот такой у меня сейчас настрой, что, блин, я, оказывается, все могу. Сложность всегда возникает, когда начинаю делать ремонт дорог. Тогда я не знаю даже, как пройти. Все знакомые маршруты меняются.
Либо когда в центре тротуара что-то стоит, какие-то камни, или что-то перекопано, то есть там можно и споткнуться, и упасть, или удариться больно. Да, я чувствую миссию, что вот общество есть и незрячих, что много людей. Ну, то есть инклюзия, но только на словах инклюзия. Есть несколько, там, мало людей, кто там знаком с незрячими, знаком там с людьми с инвалидностью. Да, вот до конца дойти просто. Что, это ремонт, да, делаете? Да, ремонт. И мало людей понимает вообще, как общаться. А большинство, они просто, большинство боятся там разговаривать. Кто-то просто гиперопекает, кто-то просто боится, там, я не знаю, заразиться или что. Представь, что это холст. Он практически такого размера, он не квадратный, прямоугольный, такой зауженный, удлиненный, вот как прям как пластилин, да. Это его размеры, только в миниатюре. В любой композиции, в любой картине есть центр. Что такое центр? Центр — это точка, либо форма, как магнит. Он притягивает все себе. То есть, понимаешь, да? В картине композиции должен быть всегда центр. Могут быть два центра. Основной, да? Это да, типа основа, рисунок. как сердце. Где твой центр? Надо сначала придумать, что будет центром, наверное, или как. Ну, к этому можно прийти, так как у нас сейчас нету... Я хочу, знаете, вот где-то на левой части, чтобы она смотрела в правую часть, в правую сторону. Можешь взять какой-то карандаш и прям начать что-то делать, прям наносить. Вот. А для чего центр? Вот мы сейчас определили же центр, да? Потом я услышала, что ты хочешь лошадь изобразить, горы, степи. Что еще у нас? Что-то о национальном колорите казахском, да? Передать свой национальный это код. Будет свобода, знаете, Свобода. Что-то такое. Ой, я даже название придумал. Типа, Круто, свобода. Я думаю, это сложно, нет? Пусть как будет. Дай волю своим рукам, волю голове, мыслям. Не думай, кто, что, как получится, просто отдайся картине. Да. Так, я хочу, чтобы была лошадь, и она, наверное, будет чуть-чуть левее от центра. Ну, где-то в центре, наверное, будет голова. Я имею в виду в центре холста. И от нее влево будет идти лошадь. Так, в принципе, если это маленькая фигура, наверное, чуть поменьше лошадь сделаем. Так, ладно, это вот у меня лошадь так выглядит в голове. Вообще очень хорошая лошадь. Такая пухленькая немножко голова. Добротный конь. Да, это богатырский конь. Так, а теперь она скачет, получается. Здесь у нас будут горы. Как сделать, чтобы вот на фоне типа гор... Или как... Короче, я хочу, чтобы вот здесь были большие горы, как бы, а вот здесь уже все меньше, и они будут вот так выглядеть. Горы, почему мне нравятся? Горы — это какое-то спокойствие. Если в горы идешь, то там такая тишина, мир, прям приходит такое. Любишь гулять, находиться в горах? Да. Там вообще такая тишина, благодать. Вообще ни одного звука нет. Вот, из-за этого я люблю горы и люблю какую-нибудь речку. Можно будет какую-нибудь изобразить речку с гор какая-нибудь, чтобы текла? Потому что я люблю вот звук речки, что-нибудь такое.
Так, а река, наверное, будет куда-то сходить. Как будет гармоничнее. Вот так прикольненько что-то выходит, да. Вот так, да? Да. Будет туда уходить. Вам куда надо? Мне туда на дорогу перейти. И теперь налево. Спасибо. Люди не всегда понимают, что я незрячий. Даже если я спрашиваю, как пройти, то есть не все знают, как мне подсказать. Они могут просто рукой показать, вон там пешеход, как бы. Вот. Либо я начинаю объяснять, я незрячий, ребят, можете помочь? И они начинают спрашивать, незрячий? Как это незрячий? Ты что видишь? Ты вообще ничего не видишь? И вообще такие трудности тоже бывают. Опа. С собой или здесь? Здесь, на улице. На улице присаживайтесь, я к вам подойду. Мне очень много людей пишут, что они получают вдохновение через мой блог, что какие-то трудные моменты жизни они сейчас переживают, и через мои видео они наполняются позитивом, умиляются, получают заряд бодрости, с благодарностью начинают смотреть на свою жизнь. Мне написал один парень, у него тоже очень тяжелая жизненная ситуация, и он долгое время не испытывал никаких эмоций, и он мне написал, что я, когда увидел твое видео, я впервые за долгое время испытал эмоции, то есть он испытал чувства, он захотел жить, у него пробудился какой-то интерес, ну и это вообще очень классно для меня. Вот это и есть, была моя цель. Во мне появились силы, во мне появился огонь, и я чувствую, что я все могу. И теперь у меня очень много идей, очень много проектов. Даже написать картину для меня вначале это было очень тяжело. Сама мысль, она была очень тяжелая, что как это я, незрячий, могу написать картину. Это был диссонанс в моей голове, это оксюморона. И я долго к этому шел, несколько дней я думал, боялся, я сомневался, я хотел отказаться от этого проекта. Но моя супруга Тамирис, она мне сказала, если ты этого боишься, пойди в свои страхи, пойди встреться со своим страхом с глазу на глаз и победи его. И вот я здесь. Мы очень много времени отдали на композицию, потому что это основа всей картины. Сейчас предлагаю приступить уже переходом на холст. Холст у нас большого размера, прям 120 на... Хочу, чтобы ты сам открыл, потому что это такой процесс. Он в пленке, чтобы ты сам посмотрел. Прям вот такой. Да. Вау. Пленку открывать, да? Да, да, прям. Так, где тут? Вот. Нашел. Такой огромный. Он большой, 120 на 80 сантиметров. Это моя будущая картина. Да. Класс, класс. Давай На стол ложите? Да, на стол. Иди-ка сюда, вот поближе. Сюда. Опа. Всё. Ну, он очень огромный. Я представлял, что он большой, но я не думал, что он прям огромный. Опа. Холст. То есть это на многие века запечатываем. И вот наша задача сейчас перенести этот рисунок. Вот, Кто в будущем смотрит через 500 лет, Да. мы ее создавали так, если что. Да, здесь надо, короче, стоя рисовать.
О, я прям вижу свою картину, здесь прям большие горы. Блин, ну, я так Здесь так облака. рада, я не знаю. В прошлом году, когда этот Здесь проект облака. начался, в 2019-м, то есть это была же просто мысли, да, а сейчас я нахожусь в другой стране, делаем выставку, делаем картину уже такого большого формата, и прям я так очень рада. Так, получается, Вы по этому карандашному наброску будете уже ориентироваться, да? ну вот по пластилиновому экрану я прям беру то, что ты сделал, и перевожу. Так. Ну, эта картина, я хочу назвать ее «Свобода». Ну, лошадь вот сама по себе. Свободу олицетворяет то, что она в движении, скачет. Тут у нас есть горы, такие огромные горы. Ну, горы тоже такие величественные, большие и ну, передают такую классную атмосферу, что с одной стороны и свобода, с другой стороны это величественное такое спокойствие, мир, какое-то постоянство. И плюс речка, здесь спускается речка с горы вниз. Тоже олицетворяет свободу, тем более горная речка сама себе путь прокладывает. То есть это вообще ну, очень такое вписывается под настроение нашей картины. Так тяжело было начать рисовать, потому что было тяжело ошибиться, сделать ошибку. Но по ходу, когда я начал делать, фантазия сама начала подсказывать какие-то образы. И я начал чувствовать, что я творец, что я могу сотворить какую-то картину, которая будет передавать мои чувства, мои эмоции. Красота для меня – это состояние души. В горах я чувствую себя в покое, в мире, и это для меня красота. И всю эту красоту, которую я чувствую внутри себя, все эти эмоции, я попытался передать в своей картине. Надеюсь, вы сможете насладиться и увидеть все, что я вложил туда. Этой осенью будет выставка, где я презентую свою картину. Приходите, будем рады вас видеть. Посмотрите на мир моими глазами.